Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Страна прощается с героем, с воином, с сыном, командиром 9-й штурмовой роты интербригады «Пятнашка» Баталом Бигпава. Впервые итальянские шахматисты принимают участие в шахматном турнире благодаря приглашению и содействию посла по особым поручениям МИД Абхазии Витто Гаритани. Делегация Минпросвещения Абхазии принимает участие в 5-м форуме классных руководителей в Москве. Студенты АГУ приняли участие в международной школе лидерства в Армавире. Бадра Гунба подписал указ о призыве в октябре-декабре 2025 года граждан Абхазии на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. На основании законов о воинской обязанности и военной службе и об обороне на период с 1 октября по 31 декабря на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. С военной службы увольняются военнослужащие, срок военной службы которых истек. Кабинету министров, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом. 2 октября 1992 года была одержана первая победа в Отечественной войне народа Абхазии. В эти дни исполняется 33 года со дня освобождения Гагры от грузинских агрессоров. Гагрская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 и завершилась 6 октября, когда абхазские ополченцы вышли на границу с Российской Федерацией. Хронология событий в материале из архива Абхазского телевидения. 48 дней Гагрский район был под контролем войск Госсовета Грузии. Гагрская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 октября в 14:30 огнем из нескольких орудий. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские гвардейцы. В начале Гагрской наступательной операции у абхазской стороны было минимум вооружения. Для сравнения, 570 человек были вооружены стрелковым автоматическим оружием. У остальных же были лишь охотничьи ружья. Из боевой техники абхазские формирования располагали лишь 2 танками Т-55 и 2 минометами. И все. Зато враг был вооружен до зубов. Под ружьем с грузинской стороны находилось свыше 4000 человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, минометов. Позиции абхазов все время атаковывались с воздуха. В городе были разрушения и жертвы среди мирного населения. В ходе наступательной операции шла упорная борьба за господствующие над городом высотами, особенно за овладение горой Мамзычха. А это записи из оперативных сводок штаба обороны Народного ополчения Абхазии. 5 октября в 17:50 силы Народного ополчения вошли с боями в труднейший скальный участок со множеством заминированных мостов и участков дороги и вышли к Холодной речке. После перегруппировки в 6 часов вечера был прорван заслон противника, а на Цандрипском спуске после очередной атаки его сопротивление было полностью сломлено. Противник, бросив танки, боеприпасы и вооружение, бежал кто куда, кто в горы, кто до российско-абхазской границы. Бандиты, которые пришли в Абхазию, мы всех прогоним отсюда. Ни один абхазец и все наши братья, которые пришли сюда, воевать за нашу землю. До последней капли крови будет воевать. Так что пускай они знают, что мы никогда не сдадимся на нашей земле. Обстановка нормальная, взяли Гагру через час возьмем. Уже прошли. 6 октября в 6 часов 40 минут флаг Республики Абхазия взвился на абхазо-российской границе по реке Псоу. Находимся на посту Псоу на южной границе России с Абхазией. Шум боя был слышен вчера вечером. К ночи сильно усилился.
стали выходить представители грузинской гвардии, выходили ополченцы. В конце концов, на 8 часов утра вышло около 200 человек. С абхазской стороны на Гагрском фронте погибли 108 человек, из них 15 добровольцев. Но и у врага были серьезные потери. Абхазской стороной было захвачено 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов. Были разгромлены в том числе подразделением Хидриони и Тетри Арциви. После Гагрской операции началось формирование регулярной армии Абхазии, а также Министерства обороны и Генерального штаба. Дорога жизни, по которой со стороны России доставлялся гуманитарный груз, была открыта. Это был первый большой успех абхазской армии. После Гагрского прорыва народ понял, что враг не так страшен, что наша армия может вести наступательные действия и обязательно дойдет до Ингура. Елена Лолуа, Абхазское телевидение. 27 сентября в зоне специальной военной операции погиб командир 9-й штурмовой роты интербригады «Пятнашка» Батал Биквава. Отчаянный и храбрый воин. Под его командованием было успешно выполнено множество боевых задач. За время своего пребывания в зоне СВО Батал был ранен 5 раз. Трижды находился на грани жизни и смерти. Страна прощается с героем, с воином, с сыном. Здравствуй, дорогой солдат. Спасибо тебе большое за твой труд. Спасибо за защиту. Батал или Балу, как называли его друзья, был человеком с большим сердцем. Он всегда стремился помочь тем, кто в этом нуждался. После начала специальной военной операции отправился на Донбасс, на фронт. Оставаться в стороне он не мог, ведь когда-то и к нам, в Абхазию, по зову сердца пришли добровольцы из Северного Кавказа и Юга России. Поделился как-то в общении с журналистами молодой боец. Добровольцы, которые приезжали к нам, они приехали с миром, чтобы у нас вот в стране был мир. Также и мне хочется, чтобы вот в этой республике поскорее, чтобы война закончилась. Он был настоящим сыном своего отечества, настоящим воином. И скажем так, что преемственность поколений, когда он пришел, мы его сразу посадили тогда на технику, потому что он в военном училище учился на нее, понимал ее. И он попал в экипаж с тем, с кем его отец воевал в нашу Отечественную войну. Они вдвоем воевали. Потом, конечно, уже техника за счет того, что дроны стали активными, и радиус действия техники несопоставим был с тем, что поражение. Поэтому мы уже перестроились. И вот он пошел в штурмовой отряд. Батал Биквава был отчаянным и храбрым воином. После гибели Владимира Харабуа Микича он возглавил его подразделение и успешно выполнил множество боевых задач. За время своего пребывания в зоне СВО Батал был ранен 5 раз. Трижды находился на грани жизни и смерти. Но о возвращении с фронта он и не думал. Слушай, ты не бережешь-то себя. А? Не специально? Ну, понятно, что не специально. Ну, расскажи, что с тобой на этот раз? Какое уже по счету ранение? Третье. Какое третье? 3 у тебя в Донецке было. Не знаю. 4-е, 5-е. Какое там уже? Где-то так по счету. Где-то так. Ты давай береги себя. Ты уже Сейчас чуть-чуть и в строю. Он боялся ставить ребят и не хотел вообще даже на час их покидать. Просто когда случилось, что его отца не стало, Адана Ипсаха, вот тогда он только приехал сюда, вот все 3 года он находился там безвылазно. И он с сопереживанием относился к своим ребятам, поэтому сказать, что его ранения где-то с пути сбивали, нет. Ни разу не бывали вместе в бою с боевым товарищем Константином Гришиным по позывному «Ангел» и помогали друг другу. Хотя Константин и намного старше Батала, дружба завязалась с первого дня знакомства. В 22 году, май, наверное, вот так вот. Ну и так, волею судеб, как-то мы с этим парнишкой вместе начали двигаться, вместе имеется в виду там. Сначала располага, потом вместе квартиру снимали.
Ну, в принципе, не секрет, я намного старше по возрасту. У меня, в принципе, сыну столько же лет, сколько у него. И первое ранение он, конечно, ну, там сначала контузия, а потом первое ранение при штурме было двухэтажки. Это декабрь 22 года. Ну, такой тяжелый бой был. Вы вместе были с ним? Да. Был вместе там. Приходилось потом вытаскивать. Но... 3 огневых точки противника. Самая дальняя с правой стороны 97 метров, остальные около 80 метров. Балу принимал участие в боях на самых тяжелых направлениях фронта: Авдеевка, Часов-Яр, сражения в Курской области и на Константиновском направлении. Несгибаемый и невероятно надежным, он стал тем человеком, за спиной которого было не страшно делятся боевые товарищи. Всегда был заботливый, с боевым характером, дух боевой получается. Да он просто вот такой вот человек был, вот все за ним. И когда он приезжал сейчас домой, ему тоже говорили: оставайся. Ну, он был 5 раз ранен. Ему сказали, ну, потерял отца, ему сказали: оставайся. Он говорит: как я вот без парней? Ну, я не могу, у меня там парни. Ну, так же, как приблизительно мы без него сейчас будем. Свой страх нужно как-то преодолеть его, чтобы не подводить своих товарищей. У каждого человека, можно сказать, своя роль. Свои боевые обязанности он выполнял сполна. Командир 9-й штурмовой роты интербригады «Пятнашка» Батал Бигвава погиб как настоящий воин с оружием в руках на передовой линии фронта. 27 сентября на родину пришли печальные вести. Балу не стало. Получилось, что вечером мы с ним там, есть вопросы наши там, касаемые боевые, там обсуждали и т.д. и т.п. Ну и на следующий день вот эта новость пришла, как, не знаю, и все, мне сообщили, моего брата больше нету. Всем привет, как и говорили, вот, дошли до победного и дальше прорвемся. Страна прощается с героем, с воином. Память Батала Бигвава почтили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и глава Учимчирского района Алхаз Кация. Храбрый, молодой, красивый, ему не было и 30 лет. Память о нем останется как о боевом товарище, верном друге, отважном воине и достойном сыне своей страны. Балу, ты уходишь, передавай привет. Хочу сказать, ребята, я с вами. Передавай привет. Хочу сказать, ребята, я с вами. Я с вами. Гугут Савардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185. В соответствии с достигнутым в Стамбуле договоренностями, сообщили в Министерстве обороны России в четверг. Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в рамках обмена на родину вернулись 10 курян. В Минобороны добавили, что сейчас российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По информации военного ведомства, взамен украинской стороне переданы 185 военнопленных ВСУ, а также 20 мирных жителей. Делегация из Абхазии принимает участие в 5-м форуме классных руководителей в Москве. Форум предлагает обширную образовательную, дискуссионную и культурную программу. Основное внимание уделяется организации воспитательной работы, психологии, обучения, а также обсуждению актуальных вопросов гражданственности, патриотизма и других важных аспектов современной педагогики. Участницы форума поделились с нами впечатлениями, рассказали, насколько полезно абхазским педагогам участие в таком мероприятии. Мне очень нравится, как руководство России относится к учителям. То есть форум классных руководителей это о многом говорит. При помощи поддержки, я думаю, что вообще классный руководитель, кто он по большому счету? Это важный человек в жизни каждого ученика.
И вот это уважение правительства России к классным руководителям, это дорогого стоит. Это очень-очень важно для любого учителя. Мы увидели новые возможности для наших детей, новые возможности для молодых наших педагогов. Встречи с Кириенко выступление Мединского, выступление с Ковальчуком встреча была вчера, мы были в восторге. Сегодня были прекрасные встречи с Соловьевым, дискуссию мы с удовольствием послушали, нам было интересно, очень актуально. Нам бы хотелось, чтобы такие форумы проходили чаще, и нас приглашали, звали, мы с радостью, мы видим новый мир, новые возможности для наших детей. Этот форум самых классных руководителей. Классные. Здесь мы сегодня много чего узнали. Дискуссия Соловьева была очень полезна, потому что он затронул очень важные темы для педагогов. Это тандем взаимодействия педагога, родителя, ученика, плюс еще государства, что ответственность лежит не только на родителях и на учителях, а также на государстве, насколько государство оказывает поддержку, так как учителя и врачи самые уязвимые и важные профессии. Мы тоже храним свои традиции, обычаи, культуру. И вот здесь мы на форуме познакомились с другими национальностями, да, и вот мы обменивались опытом и приглашали друг друга к себе. Это правда единая, как получается, семья, большая учительская семья. Студенты АГУ приняли участие в международной школе лидерства в Армавире под девизом «Молодежь. Инициатива. Успех». Школа объединила участников из Абхазии, Армении и Южной Осетии. Абхазский государственный университет представили студенты филологического и биолого-биомедицинского факультетов. В течение 5 дней ребята учились командной работе, совершенствовали лидерские качества, развивали навыки социальной активности и проектное мышление. Участие в школе позволило студентам АГУ получить полезные знания, также навыки и вместе с этим установить контакты с представителями соседних республик, что станет важным шагом в укреплении международных, молодежных и межвузовских связей. Мероприятие прошло на базе Армавирского государственного педагогического университета. Программа была очень насыщенной, было очень много интересных семинаров. Одним из интересных был семинар по проектному менеджменту. Его вел ректор Армавирского педагогического государственного университета Евгений Нижник. Этот семинар был нацелен на минимализацию рисков, на коммуникацию в коллективе. Это было очень интересно. Также у нас были различные квесты, различные тренинги, направленные на развитие каких-то лидерских личностных качеств. И также у нас было деление на группы, и мы создавали различные проекты. Было очень интересно. Я осталась в очень приятном впечатлении, так как нас приняли очень тепло, очень душевно. Мы даже не ожидали, что все настолько пройдет в комфортной обстановке. Мы вернулись сюда не только с новыми знаниями, но и с новыми друзьями, с которыми планируем и в дальнейшем тепло общаться и не терять связь. Помимо лекционной программы у нас была и развлекательная. Нам провели экскурсию по историческим местам Армавира. Мы гуляли по центру города, нам показали прекрасные парки, церкви, скверы. И нас также ознакомили с университетом, и нам показали технологические кабинеты. Там было очень интересно. Мы им рассказали про нашу республику, показали, как мы учимся, показали про университет. И также мы спели. И каждая республика также представляла. Было очень приятно познакомиться со всеми, мы до сих пор поддерживаем связь, очень теплые у нас с ними отношения, нас встретили очень тепло, и было очень классно. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» открылся в Сухуми. В этом году он посвящен 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арцинба. «Рифмы на Рице» – часть большого поэтического проекта «Круговорот поэзии». В фестивале принимают участие представители Карачаева-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Абхазии. Море поэзии и сотни фраз. Эти дни только так. Литературный фестиваль «Рифмы на Рице» открывает свои двери для ценителей поэзии. Звучат стихи сразу на нескольких языках.
Я первый раз в Абхазии, и вчера я, гуляя по набережной, написал стихи, которым хочу открыть. Шостерма гуфа тыгам да джагу, логу мит пшаша, расхой психаш, шабл псипапшам жибгардилфарда, Абхаз нахерса воспижаш. Абхазия стала уже домом для фестиваля «Рифмы на Рице». Уже 6-й год поэты Карачаева-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Абхазии радуют зрителей высокими стихами собственного сочинения. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Абхазии и при содействии депутата парламента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. У нас перед глазами дружба, сотрудничество двух великих людей – Заура Налоева и Баграта Шинкуба. Имея их в качестве примера, мы тоже хотим к чему-то стремиться подобному. Как вершины литератур национальных, их превзойти, я считаю, невозможно. Но стоит равняться на них, на их человечность, на их дружбу. Они для меня олицетворяют два народа. И чтобы мы знали друг друга и поддерживали друг друга, и выходили на мировой уровень, мне кажется, что мы сможем этого достичь благодаря поддержке друг друга. И вот сегодняшнее мероприятие мы посвятили 80-летию Владислава Григорьевича. И я думаю, что это является продолжением тех его начинаний, которые были уже с 93-х годов после окончания войны. Владислав Григорьевич понимал, что после окончания войны надо укреплять связи между Северным Кавказом и Абхазией. А для этого надо было изучать истоки взаимоотношений, исторических взаимоотношений, культурных взаимоотношений между нашими народами. И этому он способствовал во всем, а порой даже был инициатором, чтобы поэты, писатели, художники выезжали на различные конференции. Границы фестиваля в этом году расширены. Приглашены по 5 участников из каждого названного региона. Литературные вечера будут проходить в течение 3 дней. Первый день открытия прошел в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба. Затем планируется организовать свободный микрофон на горе Баграта. И куда же без чтений на озере Рица. Ведь именно там впервые прозвучали стихи на абхазском и адыгском языках, соединив две республики. Фестиваль «Рифмы на Рице» не просто литературное событие. Это пространство, где звучат голоса, которые соединяют поколения, где слово становится мостом между Абхазией и Кабардино-Балкарией, между Адыгеей и Карачаево-Черкесией, между всеми, кому дорога культура Кавказа. Сегодня здесь, на этом фестивале, мы словно соединяем эти ветви снова, пусть и тонким, но живым ручейком. Этот ручеек питает наше общее культурное дело, а значит питает и нас самих. Мы собрались здесь, в священных стенах Музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзенба, чтобы дать старт уникальному празднику слова – абхазо-адыгскому литературному фестивалю «Рифмы на Рице». Этот фестиваль – мост, перекинутый через ущелье времени и расстояний, чтобы родственные культуры, говорящие на языках древнейшей абхазо-адыгской группы, вновь обрели единый голос. Голос, в котором мудрость нарского эпоса, красота горных вершин, глубина озера Рица и богатая палитра наших литературных традиций. Сегодня мы счастливы, что к проекту присоединились другие республики Северного Кавказа. Проект расширил свою географию, и нас становится больше, наш голос звучит звонче. В рамках фестиваля пройдут не только выступления авторов и поэтов, но и творческие встречи. Также состоится обсуждение литературных произведений. Нала Чхинджерия, Давид Хашик, Абхазское телевидение.
Администрация Сухума приступила к замене кровли дома по улице Званба, 22, которая была повреждена в результате урагана. К работам вчера уже демонтировали часть кровли, рассказал директор горстройпроекта Астамур Пипе. Общая квадратура кровли 500 квадратных метров. В офисе Республиканской политической партии «Единая Абхазия» состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная к 50-летию легендарной школы карате «Шотокан». Московский Будакан. Церемонию награждения провел выдающийся мастер боевых искусств, обладатель 8-го дана Михаил Степин. Он вручил спортсменам и тренерам специальные титановые жетоны и почетные грамоты за участие в развитии карате в Республике Абхазия. Среди удостоенных наград обладатель 5-го дана Тимур Цулая, обладатель 3-го Демис Адлиба, первая девушка в Абхазии, получившая черный пояс по карате Эстелла Оксюзян, обладатель 1-го дана Сергей Шамба. Московский Будакан – одна из старейших и наиболее уважаемых школ карате в России, основанная в 1974 году. За 50 лет своей деятельности школа подготовила множество выдающихся мастеров и чемпионов, внеся значительный вклад в развитие боевых искусств. 34 спортсмена принимают участие в международном турнире, который открылся в шахматной школе имени Анатолия Карпова. Соревнования приурочены к празднованию Дня Победы и независимости. Впервые в них участвуют спортсмены из Италии. Их визит состоялся благодаря приглашению и при посредничестве посла по особым поручениям МИД Абхазии Витто Гритани. Репортаж Адицы Сагария. Делегация из Италии, принимающая участие в международном шахматном турнире, прибыла в республику при посредничестве посла по особым поручениям МИД Абхазии Витто Гритани, Массимо Варини, президент Академии шахмат города Триеста, Джорджо Декси, председатель общественной организации города Триеста, и Рауль Фа Асфальт, шахматист ФИДЕ, впервые в нашей стране. Гости отмечают, что с удовольствием и большим интересом приняли приглашение посетить республику. Но за это небольшое время уже нам получилось посмотреть, понаблюдать за игрой молодых ребят, за тем, как им преподают, какая у вас здесь школа в целом. И мы сегодня наблюдали за тем, как у вас очень опытный, один из опытных тренеров, преподавателей, рассказывал детям, учил их методом дедукции, да, то есть он не давал им какие-то готовые ходы и просто объясняя, зачем эти ходы нужны, а он им задавал вопросы наводящие, которые приводили к тому, что дети сами размышляли и все делали ходы согласно своим размышлениям. Итальянцы, восхищенные талантами молодых шахматистов нашей страны, не сомневаются, что шахматная школа Абхазии воспитывает шахматных вундеркиндов. По мнению Массимо Варини, у воспитанников шахматной школы имени Карпова большие перспективы выхода на мировой уровень. Хочу поделиться еще небольшими впечатлениями. Я провел 2 игры, и обе игры были совсем юными шахматистами, молодые совсем ребята, дети. Но они настолько хорошо играли, я был приятно удивлен их подготовкой профессиональной. Я разыграл с ними партии итальянские именно. Это когда Ринасчименто, в период Ренессанса, когда у нас там, собственно говоря, откуда и родилась современная школа вот этих вот комбинаций, да, на шахматной доске. Я разыграл именно эти комбинации и уверен, что для детей это был практический опыт, равный месяцу теоретических изучений. Председатель общественной организации города Триеста Джорджо Декси, который был международным наблюдателем на президентских выборах этого года в Абхазии, отметил, что впечатления об Абхазии такие же прекрасные, как и в первый приезд. Чувствуем себя здесь как дома, потому что и природа, и люди очень похожие.
На самом деле могу даже сказать, что мой город Триесте – это отражение Абхазии, потому что настолько похожие, в некоторых местах настолько похожие пейзажи, что забываю, что я не дома. А что же касается шахматной школы, я сам не игрок в шахматы, я сопровождаю делегацию, как глава делегации шахматистов. Но могу сказать, что со слов наших игроков у вас очень подготовленные ребята, очень хорошая профессиональная школа. У меня сын играет в шахматы, и я надеюсь, что следующий турнир мы обязательно организуем его приезд сюда и в обязательном порядке пригласим, мы, вернее, уже пригласили, в обязательном порядке организуем приезд ваших игроков к нам в Триесте. Массимо Варини, президент Академии шахмат города Триеста, встретился в поединке с абхазским шахматистом Айнаром Хурхумал. Игра была напряженной и до последней секунды держала шахматистов в напряжении. Встретился в третьем туре с итальянцем, его зовут Массимо. Разыграли сицилианскую защиту, и в целом он играет неплохо. Ближе к середине партии я уже получил преимущество, выиграл пешку. Но попал в цейтнот. Цейтнот – это когда чуть со временем проблемы, время почти заканчивается. И когда сделал ход, нажал на часы, они не переключились. Видимо, часы дали сбой, и время вышло. Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба отметил, что главная цель шахматной школы – воспитать достойную, грамотную молодежь, которая прославит нашу республику на международных аренах. Наша цель не чемпионы, а наша цель – отучить детей от улицы, воспитать интеллектуальных молодежь, чтобы они умели работать с книгами, с программами компьютерными, чтобы они были и в интернете свободно себя чувствовали. Так что наша цель. Помогаем учителям, особенно математикам, потому что отсюда дети уже лучше усваивают точные науки. В январе 26 года абхазские шахматисты примут участие в международном турнире по шахматам в Италии. Надежда Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. ВАК и автономная некоммерческая организация «Общественный центр социальных инициатив» продолжают успешное сотрудничество. В этом году было реализовано много совместных проектов. Общими усилиями в 4 сельских школах удалось открыть общественное пространство, где ученики смогут реализовывать свой творческий потенциал. Также фондом Экзекова в селе Чулово отремонтировано помещение для молодежного центра. Об этих и других проектах Конгресса в материале Эсма Джекерба. Уже по сложившейся традиции третий квартал начинается с участия команды ВАК в празднике Дни культуры народа Абаза, который проходит в городе Черкесске. Это событие, объединяющее традиции и современность, отражающее единство абхазо-абазинского народа. Символично, что фестиваль проходит 23 июля, в день утверждения государственного флага Абхазии. Фестиваль проводится по инициативе председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова. В этом году он юбилейный. Празднику единства исполнилось ровно 10 лет. Это большое мероприятие, культурно сопровождается еще и спортивными мероприятиями, где наши спортсмены в количестве свыше 40 человек принимали участие. И это проходило в городе Черкесск. Наши ребята в разных категориях, в беге на 100 метров, в футболе, в волейболе принимали участие и заняли призовые места. Очень много проектов, очень насыщенный был этот период. И к концу года многие проекты будут завершаться. И в октябре, скорее всего, мы начнем уже формировать план на 2026 год. И, соответственно, это такой период написания планов и написания отчетов. Так что работа продолжается активно. Также мы принимаем участие в конкурсах, которые были презентованы в этом году. Это по направлению президентских грантов. И надеемся на то, что в следующем году в таком плотном сотрудничестве с фондом президентских грантов у нас будет очень много проектов. ВАК на протяжении многих лет ведет работу по сохранению нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа. В эти месяцы в Сухумском офисе прошла презентация нового документального фильма «Абхерца». Ранее фондом Экзекова были сняты фильмы «Аимцакячара» и «Броня». Авторы надеются, что материал о народном инструменте будет интересен широкому кругу аудитории.
России, от любителей музыки до исследователей народной культуры. Фильм уже доступен широкому зрителю. При поддержке Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в селе Члоу завершаются основные ремонтные работы помещения, в котором в ближайшее время откроется молодежный досуговый центр. В центре будут организованы кружки, творческие мастерские, лекции и другие образовательные и культурные мероприятия. Это позволит подрастающему поколению с пользой проводить свободное время, развивать таланты и реализовывать собственные инициативы. Проект по основам социального проектирования проводится командой Конгресса с 2024 года. В этом году он получил поддержку ОНО «Общественный центр социальных инициатив» в рамках проекта «Точка роста НКО Абхазия», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации. Помимо образовательной была решена еще одна масштабная задача – создание условий для обустройства комфортных общественных пространств в школах сел Шашикуарам, Гудзарху, Апакваши и Укум. Это позволило не только поддержать проектные инициативы учеников, но и создать новые комфортные общественные пространства. Совместно мы в 4 школах, это в селе Шашикуара Калского района, Пакваш, Укум и Гудзарху, открыли 4 общественных пространства, которые оборудованы всем необходимым для самой разной деятельности. Это и для проведения тренингов, это для проведения мероприятий различных. Детям были предоставлены ноутбуки, проекторы, экраны, микрофоны, аудиосистемы, столы, стулья, настольные игры. То есть все, что можно использовать для того, чтобы по различным направлениям развивать детей. Соответственно, мы это обсуждали с самими детьми, они сами выбрали, сами решали, что им интересно. И думаем, что вот для развития детей это очень важный этап в этих школах. Соответственно, мы будем продолжать этот проект и в следующем году. Планируем еще в 5 школах. Пока идет обсуждение, в каких будет реализовываться этот проект. Отдел Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса по работе с местными представительствами продолжает культурно-образовательный проект «Тайны истории». На этот раз его участниками стали ученики от Дюбышской средней школы. В течение дня юные гости столицы посетили 4 музея. Музей боевой славы, Государственный музей, Дом-музей Гулия и Музей Банка Абхазии. В каждой из локаций школьникам провели интересную и познавательную экскурсию. Информационный отдел продолжил текущую работу. Это в первую очередь освещение проектной деятельности Конгресса на официальном сайте и на социальных страницах. В рамках проекта «Гукала» вышло 2 интервью. Гостями передачи стали композитор Тимур Агарба и сотрудник МИД Артур Гагулия. В августе мы стали информационными партнерами гастрофестиваля, который проходил в столице. Фонд Экзекова во главе с Мусой Хабалевичем пополнили ряды партнеров этого мероприятия. Оно стало очень ярким, масштабным событием лета. Мы широко его освещали, оно привлекло большое внимание наших читателей. Ну и, конечно, продолжилась наша ежедневная работа. Мы широко освещали совместный проект САНО «Общественный центр социальных инициатив» и другие проекты нашей организации. Все материалы о деятельности Конгресса доступны в интернете. Они напечатаны на 6 языках. Любой желающий может ознакомиться с ними на официальном сайте Конгресса. Эсма Джикерба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Объединение Алла-Шара представляет вниманию абхазского зрителя фильм «Танцуй как дзыба». Его танец – это огонь, страсть и глубокая связь с традициями. Его ученики – звезды сцены, несущие это наследие вперед. Георгий Дзыба – танцор и балетмейстер, лауреат мировых наград, человек, вдохновивший не одно поколение артистов. Презентация фильма состоится 7 октября в Абхазской государственной филармонии. Начало в 15 часов, вход свободный. Он был человек-огонь. Это в прямом смысле. Он горел и по жизни горел, особенно на сцене. Это был величайший танцовщик.
20 века. Насильно, что он вытворял, все трюки он делал. Как трюкач, ему равного трюкача не было на Кавказе. Трюк такой есть, самовар сейчас называется. Это его трюк, который он лучше всех делал в СССР даже. Все говорили, танцуй как дзиба. Республиканские соревнования по конному спорту Кубок президента Республики Абхазия состоятся 4 октября на Бзыбском ипподроме, сообщает Госкомспорт. Главный судья Джарназ Беня. В программе турнира скачки на различные дистанции, а также соревнования по конному футболу и метанию дротиков. Начало в 10 часов. Удивительное и редкое для Подмосковья явление произошло в ночь со среды на четверг. Северное сияние запечатлели в небе над деревней Морозово. По информации Института космических исследований РАН, учащение этого феномена связано с мощной геомагнитной бурей, длящейся уже более 2 суток. Северное полярное сияние представляет собой свечение верхних слоев атмосферы, возникающее при взаимодействии магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Его продолжительность может превышать несколько дней. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. В пятницу 3 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 20-25 градусов. Температура морской воды плюс 21. Это были главные события дня. О других новостях расскажем в наших следующих выпусках. Следите за нами также в социальных сетях. До встречи в эфире.